Всем привет! Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. А я вот решила этим утром попробовать что-нибудь новое, конкретно медитацию. Ну и как твои успехи? Ну как, я встала пораньше, села на коврик, глаза закрыла, сижу, дышу ровно, успокаиваюсь, и в итоге просыпаюсь через 1,5 часа, понимаю, что я опаздываю на эфир, и вот она, я здесь. В итоге хоть выспалась? Вот это да. Настя, можно считать, что твой тест по медитации был провален, но ты лучше бери пример с нашей коллеги, с Аллой Васильевны, ее тесты всегда проходят на ура. Ну, тогда давайте смотреть и учиться. Поехали! Скажу, я рада встрече с вами. Ну, немножко так, фантазии такой. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Алла Васильевна. Мы протестируем с вами новое блюдо – лаваш. В нашей семье мы пробовали лаваш, и очень часто он у нас бывает. Мои любимые лепешки, вернее лаваши, лепешки, чтобы было там очень много зелени, ну и, конечно, кусочек какой-нибудь ветчинки. Вижу, что там капустка торчит, выглядывает, что-то еще рыбное, а здесь вообще не знаю, что там. Капустка. Так, что-то мне сейчас дегустатор. Грибы. Или креветки. Огурчик, вот я вижу солененький. По запаху мне больше нравится, который вот напоминает запах зелени, капустки. Вкусненько. Конечно, лаваши нужно кушать с вилкой и с ножиком. Вилка в правой руке. Нет, ну как это? Режем. Как удобно, короче. Ой, я извиняюсь, нет. Иногда лаваш вот заворачивают вот так, берут и целым грызут. Объемный он такой, неудобно кушать. Вот, допустим, где-то в кафетерии, там в ресторане придет, думаешь, господи, вот как рот накрашен, так как есть такой. По внешнему виду, какую оценку поставите одному и второму? Моя оценка за внешний вид. 5 вот этому светленькому лавашу. А этот, мне кажется, очень пережгли. И по внешнему виду, и по запаху мне понравился вот этот светленький лаваш. А этот, как Золушка, гончарка на кухне, на проволоках лежал где-то. Сейчас мы с вами будем это дело пробовать. Взять, не отрежу. Я не знаю, какой лаваш из них попробовать, какое отдать им предпочтение, но, наверное, давайте поиграем в такую детскую считалку. Эники-беники, ели вареники, эники-беники, плюс, что там, да, вышел советский матрос. Ну, дорогой, раз уж ты, с тебя мы и начнем. Приборы убираем или оставляем? Какие приборы? И отрезать на самом деле, да? Попробуем, который с креветками. Что-то тут много всего. Мой, кверх ногами. Нет, мясо. Мясо соленое. Угу. Но что капустка здесь, это хорошо, нормальненько. Но если мне не показалось, это мясо здесь, капустка в этом лаваше и зеленый соленый огурчик. Ну, дорогой, с тобой мне все ясно. Приступаем к своему любимому. Давай. О, какой тугой лаваш. Квашеная капустка, соленый огурчик, помидор. Мяска тут нет совсем. Это, наверное, вегетарианское блюдо. Ага. Курочка. Ну-ка, сейчас попробуем. Курочка. Вот это лучше. Все в меру. Нет, вот это вкусно. На домашний лаваш больше похож вот этот беленький, вот этот светленький. Вот лаваши мы все попробовали, и по моему мнению лучше вот этот домашний. А в этом лаваше очень много остроты. На самом деле это блюдо называется шаурма. Вот это? Да. И это, как и то. Шаурма. Ну, я же вижу, что это не лаваш. Чего вы меня обманываете? Так она такая зажаренная, а это лаваш. Заверни сюда колбасу, сосиску, котлету. Будет совершенно другое, наверное, название. Котлета в тесте. Оказывается,
Вот это блюдо, которое мне дали протестировать, называется шаурма. А шаурму едят только руками. Давайте пробовать. Ой. Ну, сочненько. Совершенно другой вкус. Нет, курочка-то, наверное, есть здесь, конечно. Ладно, наверное, да. Ну, до чего ее протравили тут? Давайте попробуем следующую. Попробуем. У меня предпочтение остается вот к этой. Ну, по итогам сегодняшнего теста, на мой взгляд, вкуснее получается вот эта шаурма, которая с майонезом и со свежей капусткой. Вот эта шаурма, в которой много различных специй, ну, опять-таки, кто-то любит это, может этому показаться вкуснее. Мне она чуточку не понравилась, потому что остроты здесь очень много. Стоимость этого блюда, вот это 10 рублей, а это может быть даже дороже, но она не очень вкусная. Мне кажется, переплачивать за шаурму не нужно. Алла Васильевна рекомендует шаурму покупать беленькую. Ну все. С вами была Алла Васильевна. До следующей дегустации. Пока-пока. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И я рада представить гостей нашей студии. Это проект Гарри Полш, хип-хоп-исполнитель Black is Bungie и битмейкер МАК. Как заработать миллион? Легко. Что бывает синим? Язык. Произнесите любое заклинание. Авада-кедавра. Что пьют коровы? Молочко пьют Воду. они. Да пускай они молочко пьют, пожалуйста. Хотя бы раз. Молоко. Гарри Полш. Новый проект хип-хоп-исполнителя Black is Bungie и битмейкера МАК. Многолетнее сотрудничество музыкантов, стартовавшее еще в школьные времена, привело к совместному открытию студии и выпуску альбома «Чем нежен меч». Парни, привет! Салют, доброе Привет. утро. Привет, рады вас видеть. И, насколько я знаю, ребята, вы же знакомы друг с другом прям с самого детства, со школьных времен, да? Все так. И Да. вы прям тогда начали увлекаться рэпом, причем не просто носили какие-то штанишки широкие, патролы, вы прям музыкой занимались на домашней студии. Да, был. Да, такой. у Игоря была домашняя студия. И как это выглядит студия школьника? На чердаке построили просто... На каком-то рандомном чердаке? У родителей в доме был чердак, я его оккупировал, просто построили стенки, оббили ковролином, как все это делают дома, и записывались там. Я там записывал людей за деньги, как бы. Они Ничего приходили себе. домой после школы. Родители сидели в зале, смотрели телевизор, а я взрослых дядек в татуировках ввел в чердак и записывал их, потому что надо было заработать. У меня в связи с этим два вопроса. Вопрос номер один. Ты платил родителям аренду за то, что ты как бы Ну, потом, зарабатываешь да, деньги уже, на их да. территории? Когда их уже Так, достало, хорошо. это... да. А второй вопрос. Ты почему не взял себе там никнейм из разряда MC Карлсон? Ты же на крыше мутил что-то. Ну, как-то так надо Пропустил было идею. знать. да. Принято. Не, у Принято. меня другой вопрос. Смотри, а первоначальный капитал откуда был? В школьные времена, то есть нужно же было какой-то аппарат купить, Да, биты вначале мы писать. вообще первое время Круто. я записывался на ICQ микрофон, как бы на обычный, и потом накопил денег, и вот купил первый микрофон, звуковую карту, и я попросил, помню, как сейчас парня, чтобы он мне помог все установить. Мы установили, и через 20 минут пришли первые клиенты. Я еще особо даже не понимал, что происходит, но я очень хотел записывать практику, и то есть они мне уже звонили под домом, а я только еще включил все, поэтому как-то так уже с И носом это мопсом. была группа пропаганда. Слушай, ну а псевдоним Black is Bungie, он тоже оттуда взялся, да, из детства Ну, прям? со школы, да, то есть мы там тусовались на Бангалор, на Макдональдсе, и тогда все стали, как там, наша тусовка, мы все говорили, мы на банге, и это уже пошло в обиход, если сейчас спросить у людей, многие, кто говорят, молодежь, типа, я еду на бангу или что-нибудь такое, ну и как-то так, Black is Bungie, туда-сюда, и получилось так. Леш, у тебя интересный старт, как у битмейкера, да? Ты вот начал Да. писать музыку, когда сломал ногу. То есть ты от скуки занялся или как? Ну, там я не начал писать, когда сломал ногу. Я просто периодически занимался этим, но уходил на это не так много времени, как хотелось бы. А тут как бы подвернулось, так сказать. Нога. Нога Да. и случай. И я, короче, месяца 2, по-моему, просидел просто дома в 4 стенах, и ничего не оставалось, кроме того, как погружаться полностью там, в программу для написания музыки. Я все это изучал, было интересно, и, короче, вот так вот все и завертелось, да. Очень После этого показывал как бы Игорю все свое творчество. Первый самый мой фанат, можно сказать. Да.
как я Поверил. В общем, тебе самоизоляция на пользу пошла, да? Да, можно Еще и так в те сказать. времена, когда это не было мейнстримом. Да. А расскажите, пожалуйста, в то время были места, где можно было проверять материалы, площадки, фестивали, движухи? Были тогда фестивали, да, достаточно большие. Были в Юле, такой был клуб, и Реактор. Да, 2 таких клуба, да. где постоянно это происходило. Там можно было проверить материал, отхватить по лицу, выпить и поехать домой спокойно. Было весело. Еще иногда без куртки, да? Да, Своей. без Я кроссовок. те времена тоже Да, помню. было время. Слушайте, вы, будучи еще там молодыми зелеными, умудрились же на фестивалях как-то побеждать, участвовать и так далее. Это сейчас скромничаете, вспоминаете какие-то Игорь, клубы. да, участвовал. Игорь, Да, было. Один раз в школе я еще ездил в Москву на фестиваль, и тоже так вышло, что выиграл там первое место, там какие-то деньги. Еще со мной мама ездила, потому что я был маленький, там я в 8 классе или в каком-то. Она всю ночь стояла, ждала, пока это закончится. Она уже говорила, ты выступил, поехали в отель, поспим немножко. И я говорил, я выиграю, мама, я выиграю. Я выиграю, мама. Вот, мы поехали назад уже с деньгами, короче, было весело. Да, фестиваль. А мама как, не в шоке была? Там же много, наверное, Да, она была в шоке от того, что она лексики видела, да, эти. там люди падали, там что такое происходило. Всю ночь там это происходило. Она была в шоке, но как-то вот сейчас она вообще к этому привыкла уже. До сих пор с тобой ходит? Нет, просто когда я рассказываю или показываю, она уже так спокойно ко всему относится. А когда прикинь, видит мама втянулась видео. там в свой акт. Да. Но иногда она посещает наши выступления в Минске, когда сольные концерты заходят. Это У круто. нас хорошие отношения. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и в гостях у нас сегодня проект Гарри Полш. Это хип-хоп-исполнители Black is Bungy и битмейкер МАК. Парни, расскажите, пожалуйста, вот мы посмотрели клипчик, вот ваш проект Гарри Полш. Вы же до этого сами по себе были, каждый как Вы отдельная автономно, музыкальная но единица. все равно да. были вместе, писали вместе Специально музыку и вот так для далее. Гарри Полша создали это единоразовый такой проект или долгоиграющий? До этого у нас был проект с Лешей «Космос in the Hood» назывался. Выпустили один альбом. Такой был электронная музыка, смешанная с хип-хопом. Прикольно разошелся. Как бы сейчас работаем над второй частью. И когда у меня появилась идея сделать какой-то немного более поп-проект, вот Гарри Полш мы вот таким вот считаем более к поп-музыке по сравнению с тем, что мы до этого делали, как бы. И тогда я одному из первых позвонил ему, еще нескольким музыкантам, и сказал, что вот у меня есть такая идея, у меня есть одна демка, показал им, и всем понравилось, и все сказали, давайте вместе как-то все это сделаем. Поэтому над музыкой, как бы каждой песни, вот у нас вышла эпишка, 4 песни, над музыкой работало очень много людей, как бы мы отправляли, там бас переписывался по 10 раз разными людьми из России, из Европы. Мы как бы командной работой занимались, поэтому, а мне с ним очень удобно работать, поскольку знаю его с детства, и поэтому нам отлично в тандеме этим заниматься. Слушайте, но Гарри Полш звучит как имя и фамилия, да? Это что, какой-то лирический герой, который Ну да, непосредственно как бы для вашего проекта? Кто это он? лирический герой, такой как бы нежный молодой человек, который не боится говорить о чувствах, переживаниях, о любви, но в то же время с акцентом на новое время, как сейчас это происходит у молодежи. Вокруг много всего, много соблазнов, и поэтому это такой как бы лирический герой нашего времени нового. Мгм. А от Гарри Полш откуда взялось именно это словосочетание? Ну, Гарри, меня зовут Игорь, и Гарри — это имя Игорь, как бы на английском и на других языках, а Полш — это древняя мера исчисления алкоголя, это как было пол-литра вина, как бы Полш. А, И песни такие немного пьяные, лирические, и как бы вот Гарри Полш, поэтому так как-то. а знаете, что по итогу получилось? Если в Гугле ввести Гарри Полш, то выбивают новости о том, что в Польше зажгли книги Гарри Поттера. Священники какие-то, ксензы. Да. Я посмотрю, а, жесть. Почитайте. Это вот первые новости о вас и Это вашем вам проекте. контент в инсту как Да, запилить. да. какой-нибудь Я ролик. даже не знал. Нам надо посмотреть. поработать над таргетом. Да, Да. да. Ребят, расскажите, пожалуйста, поподробнее об альбоме «Чем нежен меч». Чем он отличается от всего того, что вы делали раньше? Как ранее озвучивали, то есть это действительно какой-то вот просто образ определенный поп как бы проекта, который интересно слушать как и молодым, так и людям чуть постарше. То есть это больше направленность такое на где-то на девчонок больше, где-то на переживания некоторых молодых парней. То есть как бы он отличается тем, что он более цензурный и для масс, как бы. Вот, я И считаю, осознанный. Да. Один из самых наших осознанных проектов. За время
того, сколько вот мы этим занимаемся, у нас было достаточное количество проектов, и участвовали мы совместно с какими-то исполнителями во многих проектах. Но это такой наш первый осознанный ребенок, который... О, поздравляю, ребята, вы так давно вместе. И «Чем нежен меч» тоже прикольное название, потому что со всех сторон оно же одинаково читается. Чем нежен меч, чем нежен меч. В две стороны тоже. Филологические прикольчики, обожаю. Так, ну что, про альбом мы в целом немножечко проговорили, но, насколько я знаю, у вас сейчас, да, в разгаре строительства студии новой, или она уже так ближе к концу подходит? Вот 27 февраля у нас было открытие, небольшое мероприятие. Мы сделали открытие, у нас там уже все функционирует. Приезжайте к нам на студию. Я не ожидал, что даже так получится. Теперь профессиональный вообще уровень. Не как раньше на чердаке у родителей. Да, это уже совсем другое. Мы сделали студию, достаточно долго ее строили, потому что своими силами где-то 2 года, 2,5 у нас ушло, но зато без кредитов, продюсеров и спонсоров сами построили. Слушай, а где вот этот вот первый микрофон для Аськи, да, в который вы пели? Он на студии сейчас лежит? Он у меня дома лежит. Тебе нужно на студии на какое-нибудь фантастическое место его яркое повесить, чтобы был как знак. Вот с чего начинали, посмотрите, где мы сейчас. Да, мы думаем, куда это повесить. Да. У нас вообще много всяких разных трофеев, которые на жизненном пути были собраны, и мы думаем, как это сейчас оформить правильно, чтобы это прикольно смотрелось в антураже нашей новой студии. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и в гостях у нас сегодня проект Гарри Полш. Это хип-хоп-исполнители Black is Bunky и битмейкер МАК. Парни, вы музыканты, рэперы, и было бы странно, если бы мы не воспользовались возможностью послушать, как вы читаете. Поэтому мы придумали для вас игру «Кара Шокер». Итак, ребята, прямо сейчас, как вам Леша и сказал, вам необходимо будет читать рэп, но не собственного сочинения, а такого человечка по имени Эминем. Знаете его? Ну, тот, который очень медленно читает, ага. Так вот, если вы не будете успевать за его скоростью, мы будем бить вас током. Вот такие вот у нас сегодня правила. Ага, вы рады? Окей, да, очень. Прекрасная идея. Хорошо, ну что, мы вам желаем удачи, будьте молодцами, и наш трек поехали. Окей. Так, я Игоря бью, ты бьешь Лешу. Ага. Trailer parks, girls running outside, running outside, running outside. Пока все топчик. Ну такой. Two trailer parks, girls running outside, running outside, running outside. Давайте буду говорить. Сейчас Игорь. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a Леша. Guess who's back? 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 Тебе было легко, нет? Красавец. Вообще, блин, это нечестно, да? Ударить Кто из нас? Игорь, давай ты. Вау, окей, я не знал, что это я. Little bit weird, mix it with some liquor, some vodka, the jump start my heart quicker, the shock when I get shocked. by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the double while she's operating. You wanted too long, not stop debating, cause... А что это меня? Я не читал! Yo, Me, oh let me be, so let me see. try to shut down But MTV. it feels so empty without me, so... Леша. Bum on your lips, fuck that, come on your lips and some... Игорь. Дебби! Леша. Что? Так, что, где? Вы можете не петь, мы просто Окей, окей. So everybody just follow me, cause we need a little Control-C, cause... so empty without me. Ну, как, ребята, хорошо справились? Отлично. Я тоже считаю, что справились отлично. И, знаешь, нужно вместо аплодисментов добавить немножко шока им, да? И только. Ау, Не хватит. слабо, да? Все, ребята. Я предлагаю вам попробовать еще одну песню. И сейчас у нас будет следующий трек. Система та же. Я говорю, кто исполняет, а вы исполняете. Итак, это будет трек под названием «Ветер с моря дул». Помните такую песенку от Натали? Да, конечно. Ага, все. Любимая. Та же самая схема. Я говорю, кто поет, тот поет. Удачи, Камон. ребята, и поехали. Игорь! Ду, ветер с моря, ду. А как там? Ду? Нагонял беду. Леша! И сказал ты мне, больше не приду, больше не Игорь, приду. твоя очередь. Видно не судьба, видно не судьба, видно нет любви, видно нет Лёш. любви. Видно надо мной,
Посмеялся ты, посмеялся ты. Всё, Почему меня прыгаешь, ударили? просто танцуем. Я проверил, работает. Посмеялся ты. После этого. Фу, проигрыш, просто танцуем пока. Да, просто Сначала танцуем. бешеный, да? А, Игорь, сейчас твоя очередь. Пой с любовью. Да, люблю, честно говорю, честно говорю. Лёш, Ведь ты знаешь сам, как тебя я жду, как И тебя я жду. Видно, не судьба, видно, не судьба. Лёша, Видно, нет любви, видно, нет любви. Игорь, Видно, надо мной. Лёша. Видно, Вдвоём надо давайте. мной. Посмеялся ты. Судьба. Все, на этом все. Слушай, Леша не успел уступить, я хотела ударить его, но у меня был шокер только от тебя, Да, поэтому я да. ударила тебя. Ты можешь стукнуть его, просто это будет честно. Вот, все нормально, справедливость восторжествовала. Ребят, я знаю, как завершить, чтобы не было вопросов. Ну, кто победил, кто лучше, кто хуже. Вы в любом случае оба молодцы. Победила дружба. Поэтому держите вот крест-накрест. Можете поблагодарить друг друга. Спасибо, брат! Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и в гостях у нас сегодня проект Гарри Полш. Это хип-хоп-исполнитель Black из Банки и битмейкер МК. Игорь, расскажи, пожалуйста, вот историю клипа «Рок-н-ролл». Там прям, я знаю, историще. Ты и в Беларуси снялся, и в Штатах. Ну, в скажем, в Лос-Анджелесе. Штатах, в Лос-Анджелесе ты снялся, скажем Да, так. да, кукла меня Ага. снималась в Штатах. Да, прикольная очень ситуация. Мы снимали долго клип своими силами с очень крутым нашим другом Кириллом Нонгом. Кире тогда был, да, в Америке, он, по-моему, там жил там какое-то время, и мы с ним на удаленном общении, то есть договаривались о съемках разных, он там брал в аренду Гелендваген, брал в аренду остальное оборудование, они катались по городу, снимали, там актеры, стажеры тоже ну, как бы снимались вместе с ним для нашего клипа, потом все это пересылалось нам, все это монтировалось, и короче, было на самом деле Там очень интересный суть опыт. такая, Да. что как бы мне немного плоховато, я нахожусь на студии, и я падаю в обморок, и внутри как бы себя, в своей голове, я как бы в Америке тусуюсь, гоняю там, короче, вообще провожу хорошо время. И как бы все это вместе мы смонтировали, мы снимали еще здесь у нас в больнице, это было достаточно тяжело договориться в плане организации. А я думала, вы взяли просто какой-то условный коридор. Это была реальная больница? Нет, мы Да, прямо прям в пускают? хирургическом кабинете снимали, прямо со всеми штуками, то есть со всем настоящим. Там нам сказали, у нас есть полчаса, пустили через задний вход, и мы быстро все это отсняли. Да, да. Круто было, клевые съемки, очень теплые воспоминания. Мгм. Так, а есть еще какие-то интересные истории с съемок клипов? Что-нибудь еще неординарное делали? Очень я помню, мы были шокированы вообще подходом к съемке клипа «Адвокат». Там вообще прикольная ситуация была, что я вообще, как бы я быстро скажу, да, я Да. этим не занимался, вообще у меня там другое было в жизни, и просто Кирилл сказал, я договорился о съемке, приезжай туда-то, туда-то в назначенное время. Я просто ставлю машину, подъезжаю к какому-то вообще помещению, просто ангар открываю был, да. двери в ангар, а там просто куча людей, Святой Кровь, камера, на которую «Мстители» снимали, да, на пару дней была в Минске. Да, как-то, Он не как-то помню. замутил эту, чтобы нам дали эту камеру, там меня гримируют, там куча людей, как бы, я вообще спрашиваю, откуда все это вообще? Он такой, я договорился, и было очень клево. Да, съемочная команда, выставлен свет, мы там стояли на фоне декораций, нас там свет ставили по минут 40, наверное, пока там люди думали, как лучше снять, ракурс выбирали и так Специально далее. делали огромные такие зеркальные декорации, чтобы наши как бы отражения были там видны. Ну, прикольно, короче, очень сильно загнались. Да, гляньте клипы, и после вот этой истории он будет смотреться чуть по-другому для вас, Я был наверное. в шоке. Слушайте, а что была за история с лошадью в гостиной? Это... Да. Да, это мы снимали с Игорем клип на трек «Джин». Это трек из нашего совместного релиза «Cosmos in the Hood». И мы взяли там модель, арендовали, можно сказать, и приехали в усадьбу. Вы сейчас про человека говорили? Вы арендовали модель? Модель, да, модель девушку, она с нами А так приехала на вообще законно съемки. говорить, мы арендовали модель? Ну, да. Ну, на работу ее пригласили, как бы, Ну вот, да. наверное, так Сказали, правильнее. пройдись на Я каблуках. никого не арендовал. Иди ходи. Иди ходи. Ага. И? Пригласили на работу модель, приехали в Спасибо. усадьбу, и во время съемок у нас просто возникла мысль, а что если эта девушка будет не просто скакать на лошади там по полям условно,
А если она будет прямо в помещении, в гостиной стоять и сверху на ней сидеть, и все такие, вау, это крутая идея, давайте попробуем. И мы час лошадь затаскивали в эту гостиную, потому что она не хотела заходить, как бы, мы уже там звали каких-то людей, каких-то... Меня красно! Заводчиков лошадей, каких-то не приходили, там яблоки выкладывали, чтобы она шла по этим яблокам. Ну, короче, получилось прикольно. Ради кадра Сахарок там. Круто, да, круто было. Там просто гостиная, реально кожаные диваны, все, там гобелены какие-то на стенах, и просто стоит в середине лошадь, на ней сидит там модель, ну, прикольно. Еще тоже, пока высветили все это, чтобы она спокойно себя вела, стояла там, короче, мы немножко волновались в этот момент, но получилось. Лошадь волновалась больше. Да, точно, 100% больше. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и в гостях у нас сегодня проект Гарри Полш, это хип-хоп-исполнитель Black Банги и битмейкер МАК. Ребята, у нас для вас есть еще один интерактив, который называется «3 в одном». Так, ребята, что вам придется делать прямо сейчас? Вы просто напрягаете ушки и, как старые добрые пельшевские времена, слушаете мелодию. Один нюанс: в одной композиции будут совмещены сразу 3 разные песни. Ваша задача, ну, собственно говоря, все 3 и отгадать. Ну что, будем пробовать? Да, попробуем. Ну что, удачи, поехали. Короче, Мумий-тролль? Мумий-тролль какой-то трек? Засыпай, это ария, короче, ария песня «Засыпай», что-то там на руках плечах у меня засыпай. На плечах, на руках, да. Потом Потерян давай рай. с тобой сыграем в прятки, я тебя искать не буду. Это Второй кто? трек, кто это поет? Я не знаю, Давай группа Корни. сыграем в прятки, группа Корни? Я не знаю. Это такое... Нет. Это Хамай и Навай. А, да, точно. Но это же трек те- угадан, все отлично. И 3-й трек нам нужен. А третий? Я думал, что это Мумий-тролль, но, наверное, мне А показалось. можно еще раз? Да? Нет, нельзя уже слушать? Но только один раз. Давайте. Окей. Я обычно так музыку не Давайте, слушаю. если мы не будем знать, кто, мы будем говорить Нави Бэнд. Или кто там? Нави Бэнд? Ну да. Но Нави вы Бэнд. угадали только с местом рождения одного из исполнителей вот этого трека 3-го, потому что это Бьянка, она тоже белорусская, собственно говоря, все совпадения. клёво, И Бьянка. мод, и песня это «Я в тебе нашел», абсолютно. А, всё. да. Понятно. Да. Ну, Ну, 2 неплохо, трети отгаданы. неплохо. Это Нормально. хорошо, это хорошо. Вам, может быть, нужен кто-нибудь третий в команду просто? Ну да, Чтобы если- каждый отвечал за Давайте, я свой есть- вообще трек. меломан, серьезнейший. Давайте. Не, все, у нас играют гости, и Всё, мы я слушаем. Ты помогаю. ответы видел. Ну, хорошо, помогай. Мы слушаем 3-й трек. Ну это вообще какой-то бред. Ну... окей. А, Так, Короче, ну-ка. с днем рождения Алла Пугачева. какая-то Пугачева. Ты вообще, чего? мама тебе потом Аллегрова, вообще тебе скажет. Аллегрова. Аллегрова. Мама, боже. мама, извини, пожалуйста. Классику не знаю, это вообще... Руки вверх. Да. 18 мне уже. И третий а трек. третий я не понял. Какой-то... Да, можно либо... Да, давайте еще разочек. Я не Ну-ка. знаю. Малолетка? Корж? Это Корж, это малолетка, это правильный ответ. Ура! Все 3 трека взяли. Итак, а мы готовы слушать нашу следующую композицию. Слушаем. Окей. Окей. Я знаю, там Итак. Меладзе, там «Небеса, моя обетованная». красава. Би-2. Есть. Би-2. Полковника никто не ждет. Супер, вот. и... Точно. И еще один Круто. был, блин, я забыл, был же этот... Я тебе сейчас подсказываю. Еще Что? больше запутали нас. Дурдом? Нет такой группы. Ну что я Я сейчас тебе делаю? подсказываю. Ну что я сейчас делаю? Кокетка, милашка. Мой хороший, спасибо, я хлопаю ресницами и все. А, точно. Я не пыталась Хлопай кокетничать. ресницами взлета, я сразу угадал. Всё, Братья взяли все 3 трека. Да, Супер, давайте спасибо. дальше двигаться. Ну ладно. Я узнал один. Да.
Итак, Я только фиолетовый цветок, вот Гарри Полша наш. Ну, это да, я сразу все, вы узнал. слышали свой трек, и все Да. остальное уже дальше ничего. даже- Остальное, честно, для меня был какой-то микс. Я вообще не Женщина понял что-то ничего. поет там. Да. Женщина. Мы угадали, что это женщина? Вы угадали, что это женщина, ну как минимум одна из них, ага. Та, которая Билан поет про белые розы, не женщина, а та, которая Наташа Королева поет про желтые тюльпаны, отлично. женщина. Вот да. они когда вместе, Ну, вы невозможно их угадать. взяли самый Да, да. главный свой. трек, в любом случае, «Фиолетовый цветок» от Гарри Полш, с чем я вас и Послушайте. поздравляю. Все, мы Что? круто Спасибо. справились. А ты вообще, да, Я слушай, вообще тебе помог, спасибо вытащил за этот помощь. интерактив, вытащил. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и в гостях у нас сегодня проект Гарри Полш, это хип-хоп-исполнитель Blackest Bungie и битмейкер МАК. Так, ребята, у меня к вам вопрос, как у девочки. Скажите мне, пожалуйста, почему хип-хоп, рэп — это единственная такая музыкальная культура, да и культура в принципе, которой до сих пор попрощается тема сексизма? Потому что в рэпе это постоянная история, у вас 100% тоже есть такие треки, где вы говорите про девочек, называя их определенными словами и так далее и тому подобное. Откуда это как- и почему это существует? Как собака женского пола. да? Ага, ага. Это литературное слово, Очень можно литературно, говорить. очень красиво. Ну, тут как бы все по-разному вкладывают смысл в это. А ты какой можно смысл в это слово вложить? Ну, можно вкладывать какой-то позитивный смысл, то есть, ну, некоторым, например, нравится, Чего? когда их так называют. Ты серьезно? А кого-то можно унижать таким образом. То есть, как бы, тут грань есть между, как бы, смыслами. И так стал очень лайтовый по сравнению с тем, что Да. было там в нашей молодости, да, или там старики жанра, как они вообще себя вели и что говорили. Сейчас все очень, очень розово и нежно у всех, по большинстве своем. Поэтому рэп тоже не стоит на месте. Если феминисткам проблемно с этим, ну, стараемся как-то тоже... Пускай читают рэп тоже про... Да, то есть В они обратную читают... сторону? Да. Слушайте, Никто а не была вот эта запрещает. история, когда вам еще совсем мало лет, и девочек у вас не было, но вы уже записывали такие треки, потому что это круто. Вот на эту тему. Не помню, когда мне не Они было просто девочек. не будут сейчас признаваться. В общем, вы дипломатичные ребята, очень хорошо ушли от ответа. Молодцы. Но вам не получится уйти от ответа сейчас, потому что у нас есть для вас еще одно задание. Это такой блиц. И на ответ максимум 10 секунд мы будем по очереди вам задавать. Окей. Итак, Леша, что важнее, музыка или текст? Музыка. Игорь, с кем бы хотел записать фит? С Лешей. Мечты сбываются. Да. Леш, ты оптимист или пессимист? Я оптимист. Самое важное событие, которое произошло с тобой за последнее время. Открытие студии. Мгм. Твоя самая глупая денежная трата? Открытие студии сейчас скажешь, да? Открытие студии, походу. Идеальный тандем. Хорошо, Леша. Самая лучшая черта характера Игоря? Он хороший. А худшая? Да? Худшее? Он плохой, сейчас скажешь? Нет, он злой. Ты злой и хороший, да? Да. Сколько противоречий в человеке. Мгм. Теперь то же Ужас. самое про Лешу. Лучшая черта? Он вдумчивый, А худшая? медлительный. Окей. Итак, ребята, для каждого из вас вот такое задание. Продолжите фразу. Рэп — это... Музыка. Жизнь. Йоу. Отлично, это был последний вопрос. Спасибо вам большое за ваши ответы. Да, не что. И насколько мы знаем, у вас есть подарок, с которым вы пришли к нам сегодня в студию. Да, Это это худи. вот худи с мерч, первый, который сейчас выходит от Гарри Полша, это вот логотип Гарри Полша, это получается розочка, это мы играем Такой тоже красивый цветок. на понятиях. Да. Да, это как красивый цветок, так и бутылка разбита, поэтому такой тоже интересный логотип. Вот, это буквально первая байка из коллекции вот мерча Гарри Полша, и поэтому мы хотели бы ее подарить подписчикам. Вот, эксклюзивно, еще ни у кого нет, даже у меня такой. О, ну круто, давайте поддержу эксклюзив. Спасибо, передаю телезрителям. А чтобы забрать эту замечательную байку, а также множество других призов, правила остаются прежними. Вам для этого нужно подписаться на инстаграм-шоу «Подъем», на инстаграмы наших гостей, быть максимально активными в нашем аккаунте в течение недели. 9 самых активных пользователей получат призы. Все просто, участвуйте. Ну что, ребят, спасибо вам большое за беседу и успехов вашему проекту совместную, Спасибо. чтобы все было Всё, супер. да, Спасибо. счастливо. Спасибо. Наша программа, к сожалению, подходит к концу. Мы прощаемся с вами, ну а вы ведите себя хорошо. Да, не обижайте слабых, переходите дорогу в нужных местах и не ешьте землю. Мойте руки перед едой, мойте руки после еды, во время еды тоже мойте руки, перед выходом на улице, вообще при всяком удобном случае. Мгм. В общем, берегите себя. Всем пока. Пока-пока.